Врачи президентского перинатального центра, хирурги республиканской детской больницы спасли жизнь младенцу, который был по сути обречен. Настолько тяжелый порог развития нашли еще внутриутробно. Подробности у Татьяны Ивановой. Матвей Шаралеев крепко спит. Скоро месяц, как малыш появился на свет, но уже столько пережил. Мальчик родился на 34-й неделе. Врачи приняли решение сделать маме кесарево сечение для того, чтобы спасти жизнь сыну. В процессе диагностики у плода подтвердился тяжелый порок. Не было передней брюшной стенки. Внутренние органы выпирали наружу. Их покрывала только тонкая оболочка – брюшина. Сразу после родов врачи-неонатологи передали ребенка детским хирургам. На вторые сутки Матвею сделали уникальную операцию. Сейчас ничего, более-менее. Двигается туда-сюда уже, более-менее. Первый день на руки боялась брать, прям как-то страшно стало. Второй день уже взяла, более-менее уже легче стало. Хирурги увеличили брюшную полость тракционным методом. С помощью гравитации растянули кожу в области пупка и сделали пластику передней брюшной стенки. Вот так коротко можно описать уникальное хирургическое вмешательство. Возьмем Европу, не в каждой стране производятся такие операции. Их диагностируют эти пороки до рождения. И женщины уже едут рожать в определенную страну, в определенную клинику. И там это поставлено на потоки. И даже в этих ситуациях, к сожалению, не всегда медицина и хирурги, и специалисты могут справиться с этим. При таких тяжелых пороках для спасения маленькой жизни в одной связке работают и медики перинатального центра, и детской больницы. План лечения составляется заранее перед родами на общем консилиуме. В данной ситуации, конечно, комплекс мероприятий должен быть. Тут все важно. Задача анестезиологов-реаниматологов заключается в том, чтобы стабилизировать состояние ребенка и создать все условия, чтобы он восстанавливался после оперативных вмешательств. Ну а хирурги должны виртуозно произвести оперативное вмешательство. К счастью, такая патология встречается очень редко. Но врачи регулярно сталкиваются и с другими видами пороков новорожденных. Чуть ли не каждую неделю очередной малыш поступает к хирургам на операционный стол. То есть нужно очень тщательно подойти к вопросу своего здоровья, не только своего, а здоровья супруга, да, отца будущего ребенка, пройти совместное консультирование у профильных специалистов и как минимум с полгода готовиться к этой беременности, исключить всю сопутствующую патологию, пройти лечение и только потом планировать настоящую беременность. Кроме этого, необходимо своевременно встать на учет. Это очень важно. Сейчас хирурги передали Матвея неонатологам и педиатрам. Впереди долгий период реабилитации. Но мальчик уже набирает вес. У новорожденного организма большие жизненные ресурсы. Татьяна Иванова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.